Плата за мусор теперь станет отдельной строкой платежки. Она появится уже в январе 2017 года. На смену десяткам компаний, занимающимся сбором и вывозом отходов, придет региональный оператор. Региональный оператор один или несколько выбираются на 10 лет, а значит придет в регион всерьез и надолго, не как временщик. Он сможет планировать свою работу и предлагать минимальные тарифы. Сейчас сборы за вывоз мусора не нормируются. В среднем они составляют 2,5 рубля с квадратного метра жилья. Но может быть и больше. Тариф устанавливает управляющая компания. С началом работы новой системы плата станет единой для всех жителей региона. Может получиться так, что жители города Якутска будут платить за северные наши районы. Мы готовим обращение в республику, чтобы тариф, первое, не был изменен в сторону увеличения, раз. А второе, как же должна быть организован вообще вывоз. В Якутске опыт работы единого оператора уже имеется. Сегодня в городе действует Ассоциация частных перевозчиков мусора, которая объединила 35 предприятий. Эксперты обещают не допустить образования перекрестного субсидирования в сфере отходов. Поток машин на городскую свалку не прекращается с самого утра и до позднего вечера. По статистике, в Якутске производится до 40% мусора всего региона. Сегодня ведется проработка территориальных схем. Она выстраивает всю логистику движения отходов до места переработки или захоронения. После этого будет объявлен конкурс по выбору оператора. Устанавливать предельные тарифы доверят регионам. Первый год регулирования. Основами ценообразования установлено, что превышение от средней стоимости по республике будет не более 5%. У кого-то будет небольшое увеличение, у кого-то может быть небольшое снижение даже. Кто будет ответственным за сбор и вывоз мусора в Якутии, станет известно в ближайшее время. Тендер будет объявлен в октябре-ноябре, говорят коммунальщики. А уже в декабре станут известны его результаты. Дмитрий Макаров, Денис Попов. Вести. Якутск.